attack all the things that you say, the way you turn your back and then you walk away. Shut your mouth and open up your eyes. You better take your time and try to realize that no one's free from sin. And when I look at you, I scream within, what is wrong with you? You raise yourself up to a higher degree and look down and disgust at our misery. You know better than your enemy, but it's easy to hate what you just can't be. Don't deny the fact that you're a mortal man. You can't escape from death when it's close at hand. Don't sit upon a pedestal and raise your voice if you're too deaf to listen to the people's choice. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth. Tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. The truth. Tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth. Tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. Категорически приветствую, мои замечательные зрители, мои замечательные. Я уверен, что есть среди вас мои коллеги. И не только коллеги в связи с тем, что им в очередное ознаменование, значит, мракобесия, сформулирует таким образом, прекратил статус наш не всеми уважаемый резидент Адвокатской палаты Республики Мордовия, также известный как Александр Иванович Амелин, он же руководитель Амелинской группировки в мордовской резидентуре, наверное, правильнее будет так сказать. Значит, адвокатские новости, я думаю, вы меня знаете, Наумов Сергей Геннадьевич, также известный как адвокат в бандане. Извините, сегодня без банданы в стирке. Я думаю, это вас не сильно огорчит, во всяком случае, вы хотели наверняка услышать, что же было интересного на прошлой неделе и какие, собственно говоря, новости с фронтов нашей с вами с Амелинской группировкой адвокатской войны. А новости были следующие. Значит, на прошлой неделе, с 15 июля 2019 года по 19 июля, я напоминаю, если вы смотрите эту трансляцию в записи спустя лет 200, бушевали адвокатские войны в Ленинском районном суде города Саранска. Я не знаю, сохранится ли в вашей памяти сведения и упоминания об этом суде, и в частности, давайте по порядку. А начнем мы с дела, я вам сейчас его покажу, с дела по иску адвоката Волкова Дмитрия Ивановича, значит, к Адвокатской палате Республики Мордовия. Значит, дело двигается уже к своему завершению, в частности, судебные прения объявлены на 25 июля, то есть буквально-таки на этой неделе. И если исходить из календаря, в четверг в 10 часов в кабинете председательствующей судьи мы с вами, если кто изъявит желание, можете прийти из адвокатов, послушаем судебные прения, то есть те доводы, которые будут в окончательном виде сформулированы и изложены сторонами. Значит, в ходе судебного заседания, которое состоялось 15 июля, точнее перед судебным заседанием, у меня была возможность, ну, во всяком случае, я попытался взять интервью у президента адвокатской палаты, ну, я уже упоминал его как резидента адвокатской палаты Мордовской резидентуры Александра Ивановича Амелина, и надо сказать, что запись с его участием пользовалась большой популярностью в социальных сетях нашей с вами славной Республики Мордовия, в пабликах ВКонтакте. Я думаю, что не буду лишать вас удовольствия посмотреть, как я пытался взять у него интервью. Я думаю, вам тоже будет интересно. Буквально 2 минуты нашего выпуска мы этому посвятим. Если вы не видели, то у вас такая возможность есть. Адвокатских пабликов. Не хотите прокомментировать процесс? Почему вы все-таки, вы лично прекратили статус адвоката Дмитрия Ивановича Волкова? А поздороваться с ним не хотите? С ним я не хочу. Не, он с вами не хочет поздороваться? Александр Иванович, ну уделите время нашему адвокатскому паблику. Кадр хороший, освещение неплохое. Ну вы, что это, убегаете-то? Может быть, все-таки скажете? Почем футбол для мордовских адвокатов?
Они весьма интересуются этим вопросом. Не хотите рассказать? Есть мнение, что вроде как вы говорите, что за свой счет будут ездить адвокаты из России. Нет? Что ж вы убегаете-то? Сейчас приду. Так а что, вам сложно отказаться от интервью? Неприятно на вас глядеть. Вам неприятно? А мне тоже неприятно, но тем не менее я выполняю свою общественную работу. Какой серьезный. Александр Иванович, мордовский резидент по недоразумению еще на свободе. Ну, видимо... Альтернативный съезд прошел или нет? Альтернатив. Это не было альтернативного съезда. Видимо, еще... Нет, они собирались вроде проводить. Значит, отвечая на вопрос, который был задан, честно говоря, не представился наш коллега, по поводу так называемого альтернативного съезда, это новость позапрошлой неделе, 13 июля, в субботу 2019 года в гостинице «Салют» состоялась конференция, которая была организована проектом «Голос адвоката», в ходе которой звучали выступления, направленные, скажем так, на организацию диалога между так называемой адвокатской улицей и, ну как их назвать-то, мэтры. Значит, как точно заметил Дмитрий Гололобов, относительно мэтропочитающих или наших небожителей адвокатских на адвокатском Олимпе, как они себе, видимо, уже прописали свое бессменное и, наверное, надо полагать, бессмертное существование. Ладно, давайте все-таки мы вернемся к нашим мордовским новостям и, в частности, посмотрим на весьма любопытное дело, но здесь, что называется, исключительно в информационном ключе, не более чем, поскольку мотивировочного решения еще нет. Дело по иску адвоката Сергея Владимировича Толмачева, также по иску к адвокатской палате, которое рассматривалось также в Ленинском районном суде города Саранска. Оно и логично, поскольку речь идет об ответчике, вы знаете правила территориальной подсудности, значит, адвокатской палате Республики Мордовия. Вообще достаточно любопытно. Мы сейчас с вами посмотрим, сколько же процессов у нас прошло с участием адвокатской палаты вот за все это время, где выступал ответчиком. Значит, иск рассматривал Бурлаков Игорь Иванович. Надо сказать, что я позволю себе прямо характеризовать председательствующего крайне боязливый, в том плане, что не любит подобного рода споры рассматривать, но ему приходится, не знаю почему, по каким причинам. И, как правило, занимает позицию на стороне наших корпоративных, но на самом деле амелинских органов управления, и в результате очевидно рассчитывает на то, что в первой инстанции Сергей Владимирович Толмачев сумел бы добиться удовлетворения иска, проблематично. Иск связан с тем, ну вы помните эту скандальную ситуацию с целевым фондом, значит, относительно того, что дополнительные поборы были организованы амелинской группировкой. Надо сказать, что я тоже к этому приложил руку, в том плане, что проголосовал в свое время, вы помните, меня за это обвиняли, значит, за установление необходимости приобретения помещения для адвокатской палаты и, соответственно, установления дополнительных взносов. В связи с этим, наверное, это была моя тактическая ошибка, хотя сам Александр Иванович в свое время прислал мне смс-ку. Спасибо, Геннадьевич, ну, наверное, пьяный был, как я говорю, и по пьяни вот признался в своих чувствах. Что у нас с вами еще было интересного, что я хотел вам рассказать на этой неделе. На прошлой неделе, наверное, пока на этом все. Не забывайте заниматься спортом. Вчера, кстати, проходили соревнования по ГТО, ну, по традиции, что называется, спортивные новости, и я тоже принял участие, значит, в этих соревнованиях. Ну, давайте, раз уж у меня получилась такая запись и трансляция, но немножечко вас, значит, обрадую чугунным футболом. Есть у меня такой паблик в социальной сети, где я, собственно говоря, размещаю свои спортивные, значит, мероприятия. Ну и, конечно же, о себе любимом несколько минут, пожалуйста. Тренировка всегда полезна для того, чтобы чувствовать себя в оптимальной форме, тем более здоровье нам всем пригодится, и попинать амелинскую группировку во всех смыслах, ну, мало ли, вдруг придется.
Значит, ну что, хорошего вам настроения, позитива, не забывайте заниматься спортом и слушать хорошую музыку, и не забывайте говорить людям правду. Увидимся на следующей неделе. You play us out and you take us for food, but I never understood who even made the rules. I'll make my stand against supremacy, cause hypocritical governments threaten me. I know you ain't blind and I know you're aware, but your ego's too big for you to even care. The doors are wide open but your eyes are closed. You're unable to look any further than your nose. You open your mouth and all I hear is